У нас сегодня в гостях Вадим Алексеевич Салиев, доктор философских наук, искусствовед, заслуженный деятель культуры Белоруссии, который провел свое детство в Абхазии. Его родители все время работали в Абхазии, который переписывался с нашим лидером Владиславом Григорьевичем Ардзенба, дарил свои книги, и каждый раз он общается с нашими учеными, и теперь мы можем узнать, как свидетель начала войны, переписки с Владиславом Григорьевичем Ардзенба. Добро пожаловать, Вадим Алексеевич. Спасибо большое, спасибо. Действительно, в этом году и очень скоро мы будем отмечать годовщину Победы. Я считаю, что это великая победа абхазского народа, потому что это была по-настоящему отечественная война, война за то, чтобы жить на своей земле свободно и счастливо, на что имеет право каждый, любой народ. Ну, что касается меня, действительно, я тесно связан с Абхазией, не только потому, что я здесь жил, провел чудесное детство, учился в 2 школах, отсюда поехал вот в большие города на север. Я каждое лето проводил практически в Сухуми, и то лето тоже, лето 1992 года, я помню как наяву, помню этот день 14 августа, случайно оказался жив, потому что у жены порвалась босоножка, и мы за 10 минут до этого, пребывавшие на пляже санатория МВО, поехали в центр города, а над этим пляжем через 15 минут появились вертолеты и пулеметные очереди по лежавшим на пляже людей. Ну что ж, у меня очень много, конечно, впечатлений. Я едва не погиб сам 2 раза. Едва нас доставил пароходик Гудауты, откуда военно-транспортный самолет нас перебросил в Московскую область. Но у меня в ушах до сих пор стоит призыв ведущего абхазского телевидения. На следующий день, 15 августа, он единственный раз вышел в эфир и просил всех честных людей, журналистов прежде всего, рассказать честно и объективно о трагедии абхазского народа. И я все сделал, чтобы прорвать вот эту информационную блокаду. Она была ужасной, потому что 3 первых месяца все пели с тбилисского голоса, даже и Тартас, не говоря о зарубежных голосах. И я, несмотря на то, что в своем городе, в Минске, я пользуюсь достаточной известностью и выступал почти во всех средствах массовой информации, мне очень трудно, только к концу года удалось пробить эту блокаду. Я выступал на телевидении, рассказывал о том, что я видел своими глазами, об этом нападении. Мне помнится, что когда я употребил слово «нашествие», белорусское нашествие, зритель сразу понял меня. И, наконец, мне удалось большую статью опубликовать «Да здравствует страна души». Вот так в известной степени я выполнил свой долг, но у меня все время свербила душа. И я написал письмо Владиславу Григорьевичу, которого знал еще до войны. Он был директором института, мы много раз общались. Он на меня колоссальное впечатление произвел и как руководитель, и как ученый. Я ему написал письмо, и к моей радости неожиданно в марте 1993 года он из Гудаут мне ответил, что его порадовало мое письмо, в котором вы так тепло и с любовью отзываетесь о нашей стране и абхазском народе. Нас действительно объединяет не только Абхазия, но и любовь к науке. Правда, сложившиеся обстоятельства вынудили меня в ущерб любимому делу больше заниматься политикой. Трудные времена настали сегодня для народа Абхазии.
в нас живет вера, что общими усилиями всех, кто поднялся против коварства и насилия, будет достигнута долгожданная победа. Абхазский народ заслужил ее, он ее выстрадал в неравной схватке. Я очень рад, что за 1000 километров вы остались верны маленькой стране своего детства, и надеюсь на скорую встречу в свободной Абхазии. Искренне ваш Владислав Ардзинба. Вот это остается со мной навсегда, на всю жизнь. Я немножко успокоился, а когда была действительно достигнута победа, думаю, что я одним из первых поздравил действительно руководство Абхазии. Вот у меня все эти документы есть. И потом Владислава Григорьевича. И весь любимый, как я пишу, народ со славной годовщиной победы. Желаю мира и процветания. С сердцем всегда с вами, профессор Вадим Салеев. То есть я хочу сказать, что эта война, она оставила не только глубокий след в моем сердце, она меня просто как пригвоздила. И я думаю, что вот это место, Абхазия, Сухум, все это во мне до конца жизни будет. Вадим Алексеевич, вы болеете за Абхазию, за признание. И по этому поводу вы даже бывали у президента Белоруссии, просили, чтобы он признал Абхазию. Как вы? Ну, конечно, я всеми силами стараюсь, чтобы Абхазия была признанной, не изолированной страной. Вот. Я действительно пытался вообще вот это как-то урегулировать, но оказывается высокая политика вообще, она где-то над нашими головами. Мне пояснил президент, что значит, экономические обстоятельства, так сказать, вот, заставляют его ориентироваться на, как он говорил, экономические связи с Грузией. А естественно, это мешает признанию Абхазии. От всей души поздравляю каждого человека на этой земле с великой победой, которая была одержана вот, 25 лет тому назад, и с тем, чтобы мы не упустили результатов этой победы во благо абхазского народа и всех других людей, которые населяют эту прекрасную, уникальную землю.